Вот нам не говорят, мы против башкирского языка, нам ничего такого говорят, нет, нам тихо, простенько забрали башкирский язык в школах. Так они говорят, ребята, учите сами. Поэтому все башкиры, которые говорят, что я тоже против того, чтобы все учили башкирский язык, ему надо объяснять, что он против башкир. Не бывает такого, чтобы учили только башкирский язык. Почему тогда русские только не учат русский язык? Почему мы учим все русский язык? Я что, русский, что ли? Или вы все здесь русские? Нет же. Но мы же учим как государственный язык. Это нормально. Это вполне как бы логично и справедливо. Но несправедливо, когда за это не учат в республике башкирский язык. Получается, мы что, второго сорта люди в этой стране? Наш язык чем-то хуже, чем русский язык получается. Поэтому каждого башкира, кто против того, чтобы все изучали башкирский язык, он против нации. Прямо открыто ему это говорите. Пусть он не думает, что он хороший демократ, там, космополит. Он предатель. Человек, который предал свой народ. Все, кто живет в республике, обязаны учить башкирский язык. Это не придумано башкирами, это придумано миром. Весь мир так устроен. Абсолютно все. Все в любое государство приедешь, тебе говорят, надо учить наш язык. Все. В Европе, например, каталонцев, да, там сколько, 16%. Несколько таких вот республик в странах европейских. У них в обязательном порядке учат этот язык, где живут. Независимо от того, что их всего лишь 16 или 10%. У них это нормально. А у нас сразу воспринимается, вас мало, ваш язык никто никому не нужен. Понимаете, это называется, нас назвали вторым сортом. Нас как бы здесь не должно быть по переводице. Это вообще невозможно представить. Требуйте все, чтобы каждый понимал башкир. Что нужен башкирский язык всем, абсолютно, без исключения. Я сейчас зачитаю резолюцию. Наш юрист подготовил грамотную очень резолюцию. Мы ее отправим президенту Хамитову и президенту Путину. Хамитов практически предал всех башкир, когда сказал, что можно не учить башкирский язык. Это предательство. Если бы сказал это другой, еще можно сказать, ладно, от этого нет. Но президент, даже если бы он был по национальности русский, он не имеет права так говорить. У нас по конституции президент должен был до недавнего времени знать башкирский язык, правильно? Пусть он даже русский по национальности, еврей, монгол, там, казах, немец, неважно. Если он знает башкирский язык, значит он имеет право быть президентом. Но не имеет права говорить, что здесь можно башкирский не учить. Все. Какой теперь он нам президент башкиром после этого? И он не понимает, что еще сделал. Он думает, что все так хорошо. Вот сегодня Москва сказала, а завтра все нормально, все проглотили. Он не понимает, что за все отвечать не ему, так его потомкам. Это же он взял на себя большой грех. Вот что произошло, как бы. И все эти закрытия школ и так далее, это все его дело рук.